Впервые в республике прошло торжественное вручение номинации «Человек труда». Было выдвинуто более 300 трудовых коллективов, в том числе и частные организации. Финальный отбор лауреатов определила комиссия. Путем открытого голосования члены комиссии отобрали 50 лучших тружеников Якутии. По итогам проведенного трехэтапного отбора определены лучшие 50 тружеников нашей республики. Это представители совершенно различных профессий, как производственной, так и непроизводственной сферы. Это представители таких профессий, как токари, сварщики, электрики. Это представители сельского хозяйства, медицинских и педагогических профессий, социальной сферы и многие другие. И, конечно, каждого из них отличает это любовь и преданность своему делу, это высокие показатели в своем труде, это наставническая работа, ну и, конечно, высокий профессионализм. Одним из победителей в номинации «Человек труда» стал частый герой нашего телеканала, уважаемый пациентами и своими коллегами медицинский сотрудник Алквиат Иванов. Он работает в сфере медицины уже более 30 лет, и благодаря своей упорной работе он был номинирован на премию «Человек труда». Ага. Эмфилин, это все есть, вот это срок. Иванов Алквиат Иванович – организатор с большим опытом работы, прошедший все этапы становления высококвалифицированного специалиста, начав свою трудовую деятельность с рабочего совхоза до главного медицинского брата. Свой рабочий день Алквиат Иванович начинает с обхода отделений Якутской городской клинической больницы. В его подчинении находится 845 человек. Это средний и младший медицинский персонал. Он почти всех сотрудников больницы, всех медсестер, акушерок, он знает по фамилии, имени, отчеству, у кого какой юбилей, у кого какая категория, кому когда защищаться. Вот в этом я всегда ему даже немножечко завидую, думаю, надо же, какая у него память. Всех очень помнит, за всех заступится, всем поможет. Вот. Ну, Алквиат Иванович человек у нас такой, субботу, воскресенье, рано утром, он уже на работе. О том, что Алквиат Иванович ответственный и добросовестный работник, говорят не только его коллеги, но и его заслуги. Но началось все в детстве, а именно с мечты посвятить себя медицине. Родившись в большой семье в селе Телеги Мегино-Кангаласского района, маленький Алквиат точно для себя решил, что пойдет работать в медицину. У нас же большая семья была в деревне. У нас 9 детей, родители, мама доярка, отец тракторист. И все дружно жили. Ну, сейчас тоже братья и сестры все живут в деревне, поэтому мечта. Алквиат Иванович – медицинский брат по призванию и ни минуты не сидит на месте. В состав Якутской клинической больницы входят 9 корпусов, и везде нужно успеть. На момент съемки Алквиат Иванович успел нашагать более 9,5 тысяч шагов. И это не предел. В среднем в день у него выходит около 50 тысяч. Помимо основной работы, большое внимание уделяет вопросам наставничества, воспитания молодого поколения, студентам мединститута СВФУ и медколледжа, которые проходят практику. Может и сочетать в себе какие-то другие функции, он или находит, или его привлекают в силу его трудоспособности. Он очень активен в общественной жизни, он очень активен в какой-то работе вообще ведомства, Минздрава и так далее. Еще одним победителем номинации стал труженик из Нерингри, фотокорреспондент Юрий Коковин. Общий стаж работы более 50 лет. Юрия Николаевича знают во всей Якутии. Его фотографии украшают интерьеры, выставки и достойно представляют нашу республику на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Меня многие знают по снимкам, которые я сделал на природе, которые тоже, в общем-то, это не увлечение, это на природе, это, по сути дела, работа, которая несет положительные эмоции для многих людей, кто работает в тяжелом труде, а потом смотришь, какая-то там белочка, глухарь, они в этом улыбаются и говорят мне спасибо. Поэтому еще раз подчеркиваю, что я в любом рабочем коллективе, почти что в любом, это свой человек. Почти 40 лет Юрий Коковин ведет хронику Нерингри, и самой большой наградой Юрий Николаевич считает уважение, которое он заслужил за свой труд. Поэтому к признанной номинации «Человек труда» он относится очень скромно. Ну, эмоции как бы такие, ну, торжественно, понятно, спокойно, но я же не образ человека труда. Образ человека труда – это все-таки шахтер,
там водитель большегрузного машины, а я лишь помогаю тем, кто хорошо трудится, и даю им, ну, может быть, не минуту, может быть, 30 секунд славы. Еще один из 50 победителей премии Николай Жарков, посвятивший более 15 лет якутской республиканской типографии. Каждый раз, взяв в руки свежую газету, мало кто задумывается о том, кто ее печатает. Работа печатника нужна во всех этапах производства газет. Начав свою профессиональную деятельность простого приемщика, постоянно помогая печатнику, Николая заинтересовало техническое устройство печатной машины. С каждым годом, набираясь опыта, он дошел до печатника 6-го разряда. Мой рабочий день начинается вечером, когда от редакции газет поступают оригинал-макеты газет, печать. Мы работаем ночью, чтобы у читателей с утра были свежие номера газет. За период работы в типографии Николай Жарков удостоен большого количества профессиональных наград. Но, как говорит сам Николай, самая большая награда для него – это его коллеги. Коллектив у нас дружный, слаженный, все опытные работники. Не один год вместе трудимся в цехе. Я рад, что работаю в таком коллективе. Немаловажным критерием, чтобы быть достойным звания «Человек труда», является наставничество. Одним из ярких примеров настоящего наставника и учителя является автослесарь Александр Павлов. Спустя годы работы он вспоминает о своих наставниках с теплотой. Когда я сюда поступал на работу, работали старые уже кадры, старые слесаря были. Я у них тоже многому научился. Они меня многому научили. И сейчас я вот этот свой опыт тоже передаю своим молодым слесарям. Так же, как они меня учили, я их тоже постараюсь научить, передать свой опыт. Благодаря опыту Александра и умению этот опыт передать, его ученики достигают профессиональных высот. С 6-го года работаю бригадиром, старшим слесарем здесь. И за этот год со мной работали тоже молодые специалисты. Они сейчас уже выросли. Я им был наставником, они уже выросли. Сейчас вот мой тоже тип, так сказать, ученик Иванов Семен Николаевич. Сейчас он работает здесь с механиком, является непосредственно моим начальником сейчас. И здесь, конечно, очень интересно работать. Машин очень много, разные марки. Человека для творческого здесь, чтобы развить себя, очень много возможностей здесь получается. Для любого села немаловажную роль играют фельдшеры. Так, еще одной обладательницей премии стала Татьяна Петровна Афанасьева. Более 40 лет она трудится в селе Кятчи Алекминского улуса. Перед своими односельчанами, будучи медицинским работником, она чувствует огромную ответственность. Мы так были воспитаны в свое время, коммунистами, можно сказать, что долг, честь, ответственность в первую очередь. Если ты уже взялся за дело, ты должен его довести до конца. Все, от мала до велика, в Кятчи любя называют Татьяну Афанасьеву Петровна. И после получения награды односельчане встретили ее теплыми объятиями и искренними поздравлениями. У нас вся деревня ликовала вчера, например, как узнали, что нашу Петровну наградили. Да, действительно, на человек с большой буквы. Очень рада, я ей желаю здоровья, чтобы она дольше работала, не болела. Мы почти 42 года, мы не знаем, как это без фельдшера жить. И мы очень благодарны ей. И особенно он последние ковидные годы. Каждый победитель номинации добросовестно посвятил большую часть своей жизни выбранной профессии. И все поголовно рады получить номинацию «Человек труда». Для меня эта награда, это вообще, я такого не ожидала. Всем большое спасибо, начиная от главы и кончая нашим руководством. Очень испугался. Меня поддержала организация. Всем сунтарским работникам ГУП ЖКХ передаю большое спасибо. Я очень рад
очень рад, потому что это поддержка нашего общего большого коллектива, нашей больницы. И сколько я работаю в одном учреждении, 30 с лишним лет, и это итог моей работы. На премию приехал крайне внезапно. И вот тут стою. Конечно, рад. Премия один раз в жизни дается. Эта премия для меня внезапная. Когда я работала, меня позвали. Конечно, заволновалась, неужели меня выбрали. Поэтому экстренно выехали, купила билет, поехала. Как говорится, в поезд ушел. Очень хорошо себя чувствую. Как заявил глава республики Айсен Николаев, он учредил данную номинацию не для генеральных директоров и главных инженеров, а обычных работников разных направлений. Именно благодаря обычным труженикам различных сфер наша республика активно наращивает темпы развития экономики. Сегодня нам поистине есть чем гордиться. Наша Якутия – лидер по темпам экономического роста в целом в стране. Мы ставим небывалые рекорды уже 4-й год подряд в добывающих отраслях. Вводятся крупнейшие промышленные объекты. По всей республике сейчас сносится аварийное жилье, открываются новые современные школы, детские сады, дворцы культуры, спортивные комплексы. Глава республики отметил, что премия «Человек труда» будет проводиться ежегодно, так как необходимо не проходить мимо тружеников, которые посвятили себя своей работе.